Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Гэта стартапніца, наш праект пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх грошы. Сёння мы перанесемся ў думках на іншы бок Атлантыкі. Распавядзем вам, шановныя слухачы, пра старта-акселератар у Нью-Йорку і пра тое, як стартап Parsers, беларускі стартап, яго праходзіў. У нас заснавальнік і CEO, это так кажуць, да? CEO проекта Parsers Евген Гурынович у студыі. Прывітанне, Евген. Привет всем. І, як заўжды, Юлія Нехай. Прывітанне, Юлія. Евген быў у нас у студыі з паўгода таму, мне здаецца. І, ў прынцыпе, давайте перад тым, як пагаворым пра Нью-Йорк, пра прыемнае, пра гэта, пра ўсё. Я спадзяюся, што пра прыемнае, да? Пагаворым пра тое, як змяніўся за гэтыя паўгады стартап Parsers. Ці па-ранейшаму гэта браузернае расшырэнне да вымання даных сайтаў і іх візуалізацыі, які прагрэс, Евген? Да, основная технология у нас осталась, но, безусловно, мы ее очень сильно доработали. Для пользователей осталась возможность использовать наше браузерное расширение для того, чтобы собирать данные с любых веб-сайтов, их анализировать и просматривать визуализацию этих данных. Но мы ушли намного больше в сбор большого количества данных, биг-даты, и теперь мы ставим больше акцент внимания на enterprise решения, то есть на сбор в общем данных в интернете, а не просто как отдельное расширение для определенных сайтов. Но вы ведь планировали найти какой-то определенный фокус, сферу, где больше всего денег. Да. Сейчас мы как раз этим и занимались. Где-то около 3 месяцев назад мы закончили то, что хотели сделать с технологией. И, безусловно, нам наши пользователи в этом плане очень сильно помогли, потому что наша технология основана на машинном обучении, и нам нужно очень много данных, очень много взаимодействий с сайтом для того, чтобы усовершенствовать нашу технологию. И в сентябре мы закончили работать над новой нашей версией, и теперь мы готовы обрабатывать намного больше данных. Вот. Теперь мы уже акцентируем свое внимание на enterprise решении, мы изменили бизнес-модель. Вот. Скорее всего, в ближайшее время мы будем для пользователей делать, наоборот, скорее более бесплатным расширением, уменьшать цену, а работать больше над монетизацией в плане enterprise решения. Это очень что интересно. Такое? Можно, Юля? Что такое enterprise рашэнне? Нас заўжды крытыкуюць за тое, што вось мы ўжываем шмат тэрмінаў, англіцызмаў, да? Давайте патлумачым. Да, это решение для больших компаний, которые интегрируются с теми системами, которые есть в компании, и оно основано на не просто разовых каких-то решениях, разовых задачах, а на постоянном взаимодействии. Вот Friendly Data — это тоже, в общем-то, стартап для enterprise. Я ўсё ж таки крыху не зразумеў, што да чаго інтэгруецца. То бок, што ёсць у кампаніі для таго, каб ёй спатрэбіўся Parsers? Які гэта бізнес? Ці абсолютно любы? Як гэта стыкуецца адно з адным? Мы до этого выбирали направление, но сейчас как раз так в старте мы определили тот рынок, который нам более интересен, к которому мы готовы, потому что, действительно, как я говорил, парсинг используется в многих направлениях, но с учетом того, что наша технология, она считается, по нашему взгляду, одной из самых лучших в мире, мы собираем именно сырые данные и передаем тем компаниям, которые их могут уже лучше обрабатывать, лучше использовать. Вот. У нас конечный продукт являются именно сами данные, которые мы можем очень хорошо собирать. То же самое, например, компании вроде Crunchbase, PitchBook, Bloomberg, им нужно очень много данных, которые они дальше анализируют и уже предоставляют своим клиентам.
Вот. Они зачастую используют in-house разработки, внутренние отделы, которые занимаются сбором данных в интернете. Но это все очень дорого, это долго и не масштабируемо. То есть если у вас даже появились очень много денег, вы не можете очень быстро расширить отдел там, за несколько дней до большого количества программистов. Потому что потребные, в принципе, Да, профильные да, конечно. специалисты. А можно можешь привести пример, как конкретно Crunchbase может использовать ваш продукт? Да, сейчас мы как раз заканчиваем демо. Возможно, сделаем его даже открытым для простых пользователей, в которых мы устанавливаем наши трекеры на сайты венчурных фондов. И таким образом мы каждые несколько часов мы будем проводить апдейт информации, что изменилось на сайте венчурного фонда. В плане этого, если появляются новые стартапы, если появляются новые в портфолио венчурного фонда новые новости, либо изменения в командах самого венчурного фонда, мы об этом будем знать первыми. Google даже не успеет это проиндексировать, никто не успеет об этом написать, но мы об этом уже будем знать. И в этом смысле для Crunchbase очень важно получать информацию первым, и очень важно получать ее достоверно и правильно. Сейчас ошибка в данных Crunchbase, PitchBook и других агрегаторов данных доходит до 50%. Невероятно. Это один из самых популярных, наверное, сайтов у стартапов и инвесторов. Да. Но если вы посмотрите в действительности то же самое там старта, то сейчас у них в старте в портфолио больше 100 компаний, а по версии Crunchbase и PitchBook там около 60. Насамрэч, это некая мара журналіста ведаць раней за ўсіх, Да, што нешта конечно. змянілася, што нешта дадалося. І Рынок так далее. маленький. Получается, Шкода. что есть большие компании, в которых можно вручную это все дело проверять, но выходят новости, но какой-то стартап получил инвестиции, об этом TechCrunch написал, об этом, конечно же, все знают. И эта информация очень быстро попадает в агрегаторы данных. А если фонд маленький, небольшой, то погрешность очень большая в данных. А такой вот вопрос. В прошлом эфире ты сказал о том, что у меня вопрос про цифры. Вот Паш меня перебил немножко. Значит, в прошлый раз у вас было 40 миллионов отдельных структур единиц данных. Я даже специально записала, я не могу это повторить. Да, и было около 5700 пользователей в неделю. Вот как эти цифры выглядят сейчас? Сейчас где-то 9,5 тысяч активных пользователей в неделю и больше 100 миллионов единиц данных. А у Гугла сколько, например? У Гугла, если не ошибаюсь, 10 миллиардов где-то так. Ну, пакуль не Google. Да. Да, хорошо. А вот эти вот пользователи, около 9 тысяч, это компании, это частные лица, кто они? Это было очень интересно, когда мы действительно начали разбираться, кто эти люди, потому что я не могу взаимодействовать с каждым человеком, но оказалось, что у нас там есть очень крупные компании, которые используют наши решения, даже вот просто как браузерное решение простое, и не обращаются к нам за какими-то большими уже количествами данных. Это такие компании, как Adidas, это Бостонский, Массачусетский институт в США. Это хорошие компании очень. Да, и как бы мы сейчас планируем с ними связываться и больше общаться, больше вовлекаться в процесс, потому что мы не всегда можем понимать, какие к нам компании обращаются и используют. Распавядзіце крыху. Я еще хочу один вопрос задать. Ты сказал в предыдущем ответе о том, что вы подумываете о том, чтобы снизить стоимость своих услуг. В то же время в прошлом эфире ты говорил о том, что вы планируете ее повысить. То есть тогда у вас было около $200. То есть вот расскажи про цену. Повысили ли вы ее тогда или вот? Это очень хороший вопрос, потому что нам нужно было в любом случае как-то решать вопрос монетизации, и в этом вопросе мы до сих пор, наверное,
не могли точно определиться, как нам в этом вопросе действовать. Как раз, когда мы поехали уже в Нью-Йорк, мы поговорили с компаниями, которые занимаются, которые покупают такие решения, и с инвесторами, как нам лучше поступать. И там мы решили, что текущая модель, она не очень будет хороша для того, чтобы и развивать технологию, и зарабатывать, естественно, деньги. Поэтому мы двигаемся в сторону enterprise решений для больших компаний, и мы будем продавать данные, и там, конечно же, вопрос ценообразования стоит очень остро. А для простых пользователей, которые будут собирать данные для каких-то своих нужд, либо это небольшие компании, это будет становиться дешевле. Вы можете уже сказать, сколько ваших клиентов это B2B, допустим, 30% из этих 9 тысяч или как? Это сложно сказать, потому что они работают автономно без нас. То есть те, которые компании и пользователи с нами общаются, это в основном B2B, но у них появляются такие запросы, которые наше решение не может в стандартном виде решить, и тогда мы их переводим в enterprise решение, там мы делаем какую-то кастомизацию нашего решения и подключаем уже более большие объемы данных. В основном, да, это маленький и средний бизнес работает с нашим стандартным решением, но для большого бізнесу нужно что-то больше. Ці правильно я разумею, што вось такія звычайныя карыстальнікі, умоўна назовем іх дробнымі, яны патрэбныя дзеля таго, каб развіваць тэхналогію, і таму для іх парсерс будзе каштаваць менш. Все А фокус будзе на том, каб супрацоўнічаць з вялікімі карпарацыямі, і гэта ўжо зусім іншыя грошы нейкія. Да, конечно. І гэта вы зразумелі падчас акселератора старта ў Нью-Йорку. Да, там очень много что меняется в сознании, потому что очень сложно хорошо пообщаться, понять компании, если ты либо просто общаешься по e-mail, либо даже по скайпу. Если ты встречаешься один на один, ты больше инсайтов получаешь от этих компаний, что действительно нужно, какая есть проблема, какая есть боль. И в этом плане личное взаимодействие, конечно, намного лучше. Можно Какие вообще вы нащупали инсайты, именно, которые интересуют компании? Мы для себя определили несколько областей, в которых мы могли бы лучше всего использовать наше решение. Это 3 области, в которых мы изначально планировали работать, когда уже определились с enterprise решениями. Это компании, которые агрегируют данные, это компании, которые анализируют продукты. Это что-то вроде Procter & Gamble, компании, которые продают, и нужно понимать прайсы, цены конкурентов, нужно анализировать отзывы. Это все, что касается продуктовой области. И также компании, сейчас не вспомню третью область. Вспомнила, прошу прощения. Это маркетплейсы, которые, на которых можно создать сайты и продавать. Вроде Shopify, Xcart, Jet.com и так дальше. С этим направлением мы тоже работаем, но там немножко другая структура. Вы, получается, из каких компаний общались с представителями? Наверное, не могу так сказать, потому что... Fortune 500. Есть компании, то есть в основном там в Нью-Йорке хватает компаний, наверное, любого размаха, но, наверное, инсайты из компаний там больше 100 миллионов с оценкой, это более-менее такие полезные, чтобы понять, как работают большие компании. Но это с оценкой от 100 миллионов. Общение с этими компаниями, это было у вас стояло в KPI от старта, или же это партнеры акселератора, которых вас познакомили? Это у старта большой есть нетворкинг, с помощью которого ты ищешь просто компании. Благо в Нью-Йорке практически любые компании можно найти, и хватает связей для того, чтобы выйти на определенных людей. То есть, если ты спросишь у адвайзера, у руководителя проекта, у менторов, у кого-то точно кто-то там знакомый есть. Ты с ним пообщаешься, он выведет на другого знакомого, и таким образом ты выходишь на людей, которые понимают, о чем тебе нужно говорить, потому что компании большие, там тысячи людей, и ты не всегда понимаешь, к кому нужно конкретно обращаться. И в плане этого сложны и сами продажи.
Вот. Но первое, что нужно было сделать в старте, это действительно понять, кому продавать, в какие компании, в какие области, и потом уже найти отделы людей, принимающих решений, чтобы потом можно было эффективно выходить на них уже в других компаниях, понимая структуру компании. В общем. Цікава. Я ўсё ж таки хацеў задаць даволі тэхнічнае пытанне. Вось вы сказалі, што вы прыкручваеце трекер да сайтаў. А як гэта вось менавіта з тэхнічнага гледзяча выглядае? Сайт дае нейкую згоду на тое, каб вы яго трэкалі, ці гэтай згоды не патрабуецца? Гэта чалавек, это легально? праграміст гэтага сайта прыкручвае, вставляе ваш код у свой, ці вы можете, вось я не ведаю, самі, так я не ведаю, як гэта сказаць, внедриться, да, туды? Да, это очень хороший вопрос. Насчет легальности его задавали как здесь, так и в Нью-Йорке. Мы общались и тут с юристами, и с юристами из США. Это все легально, потому что, во-первых, те данные, которые мы собираем, это в основном не художественные вещи, что-то вроде там текстов, музыки и так дальше, это в основном факты. Я говорил, что мы собираем информацию о компаниях и передаем дата-агрегаторами. Это факты. Когда компания основалась, сколько количество там их людей и так дальше, название компании. Они не подлежат копирайтингу в принципе. Вот. Сложнее вопросы, например, работать с сайтами, которые пишут тексты, те же самые журналистские сайты, медиа. Вот. Там уже есть вопросы, но мы эту сферу, я говорил, что мы ее имеем у нас в голове, и она есть, но мы пока что туда не сильно заходим. Хотя прецедент, например, около месяца назад Google выиграл дело, по которому создали прецедент в США, по которому можно использовать любую информацию для обучения для машинного обучения. То есть картинки, тексты можно любые брать с любых источников, обучать искусственный интеллект, и это уже абсолютно легально. Вот. Все, что касается остального вопросов, использовать тексты у себя на сайте, там есть вопрос. Мы работаем сейчас только с фактами, поэтому это абсолютно легально. Причем мы работаем только с публичной информацией, мы закрытую информацию не собираем. С точки зрения техничной, на сайт мы заходим, выделяем те элементы, которые нам необходимо трекать на этом сайте. То есть это буквально занимает минуту на один сайт. Это вы распавядаеце з гледзяча карыстальніка? Да, то есть... Нам для этого даже программисты не нужны. У нас есть люди, которые заходят на сайт и их размечают. В частности, и наши пользователи то же самое, в принципе, делают. Но если нам нужна конкретная информация для наших клиентов, мы сами заходим, размещаем этот сайт. То есть в день выходит, мы можем там настроить трекер на порядка 100 сайтов. Вот. И каждый день потом получать с этих сайтов информацию. Для этих сайтов это, вот так мы по нагрузке мерили. Индексация Гугла. Google то же самое, в принципе, делает. Заходит на каждый сайт, проверяет, что у него нового появилось. Она больше по нагрузке на этот сайт, чем наша индексация, можно так сказать. Поэтому для самих вот этих веб-сайтов, их владельцев, это сравнимо с тем, что зашел 1 или 2 человека по нагрузке. То есть это никак им не повредит. То бок код не додаецца у сайта? Это внешние настройки. Да. Кто ничего не взламывает. Да, конечно. Да. А вот такой вопрос. Почему вообще решили вы пойти именно в Старту, а не в Techminsk, например? Со Стартой интересная была вещь, которая, в принципе, и случилось дальше у нас уже в самом акселераторе. Мы встречались с Эваном, который приезжал на стартап Battle год назад. Когда мы победили, заняли первое место, мы там с ним встречались, он рассказывал про Старту. Исходя из того, что у нас уже были пользователи, большинство наших пользователей клиентов из США, мы рассматривали в приоритете акселераторы именно США. Как туда можно попасть? В любом случае, конечно же, это 500 Startups и YC в приоритете, а дальше уже смотришь, где будет удобнее работать, где лучше.
И в этом плане, с учетом того, что старта нацелена именно на подготовку стартапов с Восточной Европы, там намного легче войти в сферу эту. С учетом того, что ты не знаешь США, ты там никогда не был, допустим. Да, Ну, есть мнение, что старты хорошо учат питчить, это важно. Да, безусловно. То есть это все было, и учили и правильно разговаривать, и общаться с инвесторами и так дальше. То есть если в YC попадают компании, которые это все знают, то в старте наш менталитет переделывают под США. Вот почему как бы больше у нас... Ну вот в чем твой менталитет поменялся? То есть какие-то такие личные хаки, вот что ты хотел бы вообще вот расширить? Лайфхаки это тяжело, честно говоря, менять. Можа яшчэ цікава, як яны ўяўляюць сабе вось тое, што у усходнім чалавеку трэба ва ўсходнім бізнесоўцы трэба памяняць. Это, безусловно, small talking. Всегда каждый человек, который заходишь, это сразу не переходит к бизнес-вопросам. Нужно сначала там поговорить о каких-то таких отдаленных вещах, хоть о погоде, хоть о чем-то. Причем они используют это везде. Можно просто поговорить с человеком в метро, где-то в баре, в кафе. И с учетом того, что концентрация миллионеров в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, каждый 25-й человек в Нью-Йорке это миллионер, то клиентов, инвесторов ты можешь найти везде. И там этому учат в самой старте, что нужно больше общаться на любые темы, и ты никогда не знаешь, к чему вы можете прийти. Ну, скажи какой-то один хак для наших зрителей, слушателей. Один хак... Тему small talk. Это, во-первых... Я так разумею, што сам па сабе смолток з'яўляецца хакам. Да, з да. таго, што я зразумеў. Пытаться, да, постоянно говорить с людьми. Ты едзеш у метро, ты бачыш нейкага цікавага чалавека, што ты робіш? Ты падыходзіш да яго? Да. Все там достаточно просто. Это «Привет, как дела?» и все. Он тебе может что-то рассказать, ты ему рассказать, и с этого все начинается. Мне здаецца, што это сапраўды ёсць такая разница паміж намі. Ментальна, безусловно. Потому што калі мы пачнем тут падыходзіць да людзей у метро, па-першае, беларускі мільянер не ездзіць у метро. Мне здаецца, не ведаю, стэрэатып магчыма, а па-другое, як на вар'ята будуць глядзець на такого чалавека, які вось просто да незнаёмага чалавека ў метро падышоў і пачаў пра нешта пытацца. То бок тут рэальная розніца, да? Так и есть. Мы обсуждали это даже. У меня всегда много каких-то параллельных мыслей, противоречий и прочее. В целом, да. Я уже не в каких-то частностях я могу Я, в принципе, яшчэ і падыходзіў да людзей у метро, потому что я журналіст, я ў кожным чалавеку бачу патэнцыйны сюжэт. Але так... Добрышка, яшчэ есть пытанне. Еще, наверное, дополню к этому вопросу. Там люди в этом плане более общительные и улыбчивые. У нас тоже это выглядит, достаточно дико, когда человек просто незнакомый тебе начинает улыбаться, да, и ты не понимаешь, что не так, это какое-то внимание к тебе, нет? А там нет, это просто такой менталитет, улыбаются, там могут сказать привет, можешь пообщаться всегда. И... Все ж таки давай выпросим які-небудзь хак, акрамя смолтока. Касающий бизнеса, либо... вообще, что ты вынес с акселерации? Два хака. Вахака, смолток, других. Да, я могу сказать так точно, что у нас, допустим, LinkedIn не используется практически никак. А там это самое первое, что ты начинаешь делать, это даже при встрече, это сконнектиться в LinkedIn и там продолжить общение. Это самое важное. Все надо прокачивать LinkedIn. Очень сильно. То есть первое, что мы приезжали, говорили, то есть 500 друзей в LinkedIn, без этого тут бизнес не сделаешь. Вас все равно найдут, посмотрят, у вас нету хорошо заполненной страницы, у вас должно быть там все логично. Опять же, улыбчивая фотография, понятно. Вот если у тебя нету LinkedIn, у тебя нету бизнеса. Обязательно страница компании в LinkedIn, чтобы там что-то происходило. Все работает через LinkedIn. Вот. Особо в Фейсбуке
Наверное, только какие-то русскоязычные ребята. Там я считала, что больше для таких Да, это relations, семейное что называется, такое, да. семейные штуки. Подзагнался, калі шчыра, таму што я абсалютна не ведаю, як я, здаецца, рэгіўся на LinkedIn калісьці. Давно. Ну, это ты. А я вот стараюсь прокачивать его даже, между я прочим. не ведаю просто нават, як выглядае моя старонка, якая там фотка. Боже мой, што там напісана за як апошняе месца працы. Там, магчыма, это 10 гадоў таму, да, я запаўняў яго апошні раз. Все связи основаны жил. на вот этом. Ну, ты же не стартап делаешь. Не стартап, да. Там первый там круг, второй круг и все. И опять же, когда ты обращаешься к человеку, все на это смотрят. Если у тебя есть в первом, там, во втором круге связи в этой компании, там тебя выслушают. Если смотрят, у вас нет общих знакомых, то на тебя, скорее всего, не будут обращать внимание и как-то реагировать. То же самое, допустим, что мне до этого было непонятно, это продажи, допустим, через LinkedIn, редко работают по первому контакту. Намного чаще работает контакт 3-й, 4-й. Причем это выглядит очень забавно. Они потом уже после того, как ты напишешь там 3-4 раз, отвечают что-то типа извини, что не отвечал до этого, и начинают очень мило с тобой разговаривать. Ну, хотя первые контакты они открывают, смотрят, но это как идет как спам. А если ты действительно хочешь с ним пообщаться, то ты ему пишешь на протяжении нескольких недель, тогда он уже начинает с тобой общаться. Прикольно. Там постоянно говорят насчет того, чтобы позвонить, пообщаться, а лучше всего встретиться. Начало разговора не про бизнес, как дела и так дальше. Даже если ты пытаешься что-то продать, либо наоборот купить, как дела, получить какое-то интро, встретиться, и только потом уже начинаются какие-то продажи. Какие... Вось, до речі, для першого контакта позвонить, написать все ж таки. Какие возможности есть? Да, смотря какие возможности. Желательно, конечно, в идеале, чтобы тебя кто-то представил. Warm intro, так называемое. Если у тебя есть интро с этим человеком, то все намного проще. Тогда ты уже можешь сразу звонить, либо назначать встречу. То же самое насчет встречи. Не нужно делать размытые рамки. Тоже нам обещали лучше на одно время какое-то там через 4-5 дней, через неделю ты назначаешь свободен там во вторник в 3 часа там встретиться в определенном месте. И у него есть да, либо нет. Если нет, то он тогда говорит другое время. А если ты говоришь просто на следующей неделе, он тебя в паузу ставит и думает. Ценится ясность некая. И да, эта ясность працуе, в принципе, на человека. И я могу сказать, что в Нью-Йорке я работал и жил только по календарю. То есть там очень много встреч, там по 10 встреч, ты не думаешь над тем, что будет завтра, ты просто просынаешься, открываешь календарь, смотришь, какие встречи, и там живут очень много людей, которые живут по календарю. Очень быстрый ритм, и все вспомнить невозможно. Открываешь календарь, смотришь, куда ты идешь дальше и так дальше. Такой еще вопрос. Этот батч, он назывался как Global Residency Track, то есть это... Как я вот делала интервью с Алексеем Гединым, он сказал, что этот батч такая квинтэссенция опыта старта. Они планировали поменять программу, сделать ее более персонализированной, более полезной для стартапов. И плюс применялся такой подход, как трекинг. То есть у каждого стартапа был трекер. Вот расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от самого батча, вот сама программа, кто был вашим трекером и чем он вам помог? Я бы не сказал, что это было, это скорее даже еще будет, потому что сейчас программа длится не 3 месяца, а 6 месяцев. Первые месяцы — это непосредственно само обучение, и обучения очень много. Онлайн. Вернее, наоборот, офлайн. Офлайн, да. Обязательно нужно там быть, и ты даже не успеваешь применять все эти знания. Вот. Все, что после вот этого, после демо-дня, ты начинаешь уже непосредственно продавать, общаться, и у тебя вот эти вот знания применяются в жизни. Как я говорил, Эван после встречи тогда, мы приехали уже в Нью-Йорке с ним, увиделись, и он стал нашим и адвайзером, с которым мы будем продолжать общаться, который будет помогать нам продажи в США строить, потому что в любом случае у нас не настолько хорошо поставлен и язык, и общение, чтобы продавать на уровне с сейлсами из Стэнфорда и так дальше. Он нам будет в этом помогать, и
отслеживать KPI, рост и так дальше. А какие вообще ставили себе KPI на сам батч? Вы сами определяли, либо он ставил старты, допустим, Яков Бута, который недавно здесь был вроде как, он говорил, что у него вот один из пунктов KPI было участие, по-моему, в 2 или 4 отраслевых конференциях, и, ну, Яков делает стартап на тему медиа, и для него это был такой выход из зоны комфорта, потому что в Беларуси ивенты для медиа проходят условно раз в год. А тут, получается, ты каждую неделю куда-то ходишь, ты должен находить... и плюс ему еще надо было попасть в СМИ, сделать 2 о себе публикации в американских СМИ и прочее. То есть какие у вас были KPI? У каждого стартапа, который туда приезжает, сразу встреча с партнерами, и там это все дело обговаривается. Это действительно очень разные KPI для каждого стартапа. Это и разные стадии, и разные сферы. А для нас важно было, когда мы туда приехали, это построить продажи, определиться с бизнес-моделью, как мы будем зарабатывать деньги, в какой сфере мы будем продавать и так дальше. Вот. И... Сделать первые продажи B2B именно. Да. Вот. И для нас это было важно, и я думаю, что мы как бы полностью закрыли этот вопрос. У нас есть четкое понимание, куда двигаться, у нас есть потенциальные клиенты, с которыми мы общаемся, и я думаю, что в ближайшее время мы будем закрывать уже первые сделки. Как вы нашли этих клиентов? Участие в конференциях, либо какой-то нетворкинг, метапы, что? Это нетворкинг. Мы, когда сузили наши направления до одного, мы начали До одного до какого? Enterprise. Enterprise направление, во-первых, а во-вторых, сфера — это дата-агрегаторы компаний. Вот, мы составили список этих компаний, которые, в принципе, есть в мире, самые там большие, и у которых офис в Нью-Йорке, и начали искать контакты, которые могут нам дать интро, какую-то встречу с ними. И там очень много помогали менторы, адвайзеры и партнеры старта, потому что в большинстве случаев, в любом случае, у кого-то найдется знакомый в этой компании. То есть практически во всех компаниях, которые мы показывали, у кого-то находили связи, и нам давали возможность с ними встретиться и поговорить. Сколько надо было вот касаний с decision-мейкером, чтобы вы вышли уже на подписание договора? Пока что мы еще не подписали договор. Это не очень быстрый процесс. Очень здорово продавать, когда есть у вас на сайте цена. Это простые пользователи просто покупают там день-два, поговорил, и все. С точки зрения enterprise решений продажи могут доходить до полугода и года. Вот, если ты заключишь сделку там через месяц-два, то, это очень круто. Вот. Мы разговаривали, с некоторыми компаниями нужно было пообщаться где-то с 4 человеками, чтобы попасть к тому, кто действительно этим занимается, кто может принимать эти решения. Старта бярэ нейкую долю, на якіх умовах можна туды трапіць? Это конвертируемый займ, то есть реально доля будет определена уже в раунде, который описан в договоре, в принципе, там все прописано, тогда они уже получат долю в компании. Как ты вообще оцениваешь договор старта? Я вот слышала от некоторых стартапов, что он не очень френдли. Несмотря на то, что там много чего прописывается с точки зрения юридической, но то, что мы общались, они не против много чего. Они всегда идут вместе с стартапом, какие-то, если возникают вопросы, я не встречал такого, чтобы они были против, даже если это в договоре прописано. Хорошо, мы, значит, развеяли такой небольшой миф. Да, я тоже этого боялся, и вопросы про штрафы, конечно же, они работают в юрисдикции США, и лучше там все прописывать. Но на самом деле, естественно, они за то, чтобы развивался стартап, потому что они уже в любом случае с нами. Вот, поэтому во всех этих вопросах они помогают и за проект. Как обстоит дело с инвестициями? Вы планируете их привлекать и от кого? Да, сейчас мы после старта подняли оценку и... Сколько у вас сейчас оценка? Сейчас можно сказать, что мы начинаем оценивать компанию в 4 миллиона, и где-то в апреле мы планируем закрывать раунд. Seed раунд уже, и
у нас была возможность пообщаться с инвесторами в США, и, скорее всего, в апреле мы будем стараться закрыть полностью инвесторами из США, потому что нам интересно и важно инвестиции, клиенты именно США. Вот. Но сейчас мы еще разговариваем с некоторыми бизнес-ангелами, чтобы... Белорусскими или американскими? Да, чтобы дозакрыть пресс-сид при оценке 2,2. Ну, я думаю, что если это случится, то это будет в ближайший месяц. Какой процент вы готовы отдать ангелам? Все тот же 5%. Очень интересно было, когда, в принципе, Старта нам дала такую же оценку, которую я и сам как бы предполагал по оценке компании. Ну, Старта, в принципе, берет стартапы, которые оцениваются на уровне 2 миллионов. Ниже они не берут. Круто. Я хочу сказаць, што нам час завяршаць эфір. Мне здаецца, што размова была абсалютна змястоўнай. Па-першае, мы даведаліся, як справы ў праекта Parsers. Па-другое, дзякуй Яўгену Гарыновічу, CEO Parsers, за тое, што распавёў вельмі падрабязна ў дэталях, чаму вучаць у старта-акселератар у Нью-Йорку, пра умовы, на якіх можна трапіць у гэты стартап. Ну і ўвогуле пра тое, што там чакаюць стартапы з усходняй Еўропы. Мне здаецца, што это вельмі важна, і перарабляюць усходніх бізнесоўцаў на заходніх. Яшчэ раз дзякуй, Яўген, да пабачэння. Юлія Нехай, як заўжды, была ў стартапніцы сувядучай. Дзякуй, Юлія. Дзякуй. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.